Безусловно, Россия и ее граждане испытывают сейчас на себе колоссальное давление антироссийских санкций, под которые уже попали и финансовый сектор, и некоторые деятели культуры. На территорию страны запрещен ввоз наличных евро. Лизинговые компании требуют вернуть 520 самолетов, которыми сейчас пользуются российские авиакомпании, в том числе авиакомпания «Якутия». Сегодня стало известно, что российских паралимпийцев отстранили от участия в этом празднике спорта, отобрав у многих, может быть, последний шанс в жизни доказать, что они сильнейшие. И давление этих санкций с каждым днем нарастает. Мы спросили у жителей Якутии, как они относятся к этой ситуации. Я, если честно, пока что не заметил. Надеюсь, государство предпримет все меры, чтобы мы не заметили. То, что санкции ввели, и некоторые карты, как бы, вот, например, терминал, да, не принимает. Поэтому сложно немножко. Вот. Ну, на жизнь нет. Так, на работе немножко, да, сказалось. Мы же билеты так подорожали за 3 дня. Вот 3 дня назад мы купили до Баку билеты, 23 тысячи чем-то было, а сегодня 36. Я считаю, что санкции – это, скажем так, агония западных стран. И я думаю, что сильно на нас санкции не отразятся, поэтому наше правительство создало оперативный штаб, который решает эти данные вопросы. Ну, я лично надеюсь, что все будет хорошо и благополучно, и мы благополучно переживем все эти временные, я считаю, трудности. И самое главное, хочется пожелать нашим ребятам, которые участвуют там в войсковой операции на Украине, здоровья, удачи. Вы знаете, я так считаю, что Якутия – это не у черта на куличках, а у Христа за пазухой. До нас санкции не доходят.